Добрый день, Адриана. Привет, и тебе хорошего дня. Сегодня мы хотим поговорить об образовательной программе Кайты. И я бы хотела задать вам несколько вопросов. Конечно, я постараюсь сделать все, что в моих силах. Пожалуйста, расскажите нам побольше о том, каково намерение, какова цель этой образовательной программы школы Кайта. Хорошо. Кайта для меня — это дар, один из последних подарков нашего учителя Чогьяла Намкая Норбу. И она представляет собой способ применения учения Дзогчен конкретным образом. То есть это учение. Нет никаких сомнений в том, что это учение. И если вы подумаете о том, сколько времени Ринпоче посвящал этому проекту, сколько энергии, всю последнюю часть своей жизни, 7 лет он посвящал действительно большую часть своего времени этому. И цель образовательной программы — это почтить всю эту работу, которую сделал Ринпоче, и постараться передать послание, передать суть, содержание этого проекта. Потому что Кайта — это не только песни, не только танцы. Я имею в виду, в ней дело не только в том, чтобы выучить какие-то шаги, но на самом деле в ней кроется гораздо больше. И намерение программы — передать, сообщить все эти разнообразные аспекты Кайты, как практики, культурный аспект, также важно движение, как часть присутствия осознанности, все эти аспекты. Спасибо. А почему программа длится 3 года? Почему 3 года, не несколько месяцев? Да, потому что, как я уже сказала, в этом много аспектов. Для меня Кайта — это как алмаз, в том смысле, что она драгоценна, но также в том, что у нее есть разнообразные грани. И чтобы оценить, понять все эти различные аспекты и разные уровни, я думаю, важно посвятить этому какое-то время. И 3 года также создают определенную мотивацию, понять, что дело не только в том, чтобы выучить какие-то шаги, это мы можем с легкостью сделать, мы можем провести курс, мы можем выучить по видео шаги, но то, что кроется за этим, то, что вкладывал в это Ринпоче, я много времени провела с ним в эти последние годы его жизни, я путешествовала вместе с ним, мне очень повезло, что у меня была возможность путешествовать с ним, и я была рядом, когда Кайта начиналась, с самого первого момента, до того момента, как она уже более-менее развелась. Я видела, как выбирали песни, выбирал танцы, работал с инструкторами. И я была рядом с учителем во всем этом процессе развития проекта. И я знаю, как это важно было для него. И также наставления, которые он давал для развития этого проекта. И для меня 3 года — это хорошее время. К тому же программа наша достаточно подробно разработана. Как я уже сказала, в ней есть разнообразные аспекты, которых мы будем касаться. Например, если подумать о культуре, Кайта пришла к нам из очень глубокой древней культуры. Чтобы немного ее понять, требуется время. Это будет частью обучения, понимания аспекта места, откуда к нам пришли эти песни и танцы. Но не только это. Если мы рассмотрим Кайту как способ развития, тренировки присутствия и осознанности, это также требует времени, чтобы понять, как это делать, как это применять. И это даже для тех, кто не является практикующими. Для нас, практикующих, это связано с практикой. А это также требует некоторого времени для того, чтобы оценить, понять, как это применять. И также одна из целей — это подготовка инструкторов. И новые инструктора, опять же, на их подготовку требуется много времени. Когда мы проходили впервые экзамен в 2016 году, там на самом деле речь шла о том, чтобы выучить какие-то танцы. Но мы еще не были готовы этому учить. А чтобы мы стали готовы этому учить, нам нужно
более глубокая подготовка, нам нужны какие-то методы, например. И также нужно создать какой-то навык, умение обучать. Да, я бы сказала, что нужно создать какое-то общее видение всего этого направления, которое Ринпоче создал и подарил нам. Да. И, может быть, также этот процесс созревания в этом знании тоже требует времени, и нужно больше времени, чтобы вся эта информация усвоилась и созрела в нас. Да, конечно. Ну вот если подумать, например, о танце ваджры, я его очень хорошо знаю, потому что много лет я учила, и сейчас я учу танцу ваджры, я подготовила множество инструкторов, и это тоже требует времени, потому что сначала, конечно, нужно выучить танцы, это основа. Затем нужно пройти инструкторский тренинг, то, что мы называли инструкторским тренингом, когда вы начинаете углублять свое знание и также начинаете понимать, что значит учить. Затем надо пройти супервижн, и по моему опыту обычно с танцем ваджры мы проходили супервижн дважды с двумя разными танцами на первом уровне. И я видела, насколько отличались кандидаты на первом супервижне и на втором. Первый супервижн был своего рода шоком, что мне говорить, что мне делать. Это было как прыжок в холодную воду. Но затем, когда мы работали вместе, когда они получали какой-то метод, то второй супервижн проходил гораздо легче, гораздо глаже. Люди к этому моменту уже были готовы. И действительно, этот процесс занимает какое-то время. И после супервижена нужно было пройти экзамен у Ринпоче, и он тоже происходил не сразу же, а через некоторое время. Для танца ваджры проходило часто даже больше 3 лет, чтобы стать инструктором. Очень редко, всего несколько раз получалось быстрее из-за обстоятельств. Но в остальном весь этот процесс был достаточно длительным, потому что, как ты верно сказала, нужно созреть. Должна созреть наша мотивация, наша подготовка и наша практика, потому что все это напрямую строго связано с нашей практикой. Да. И, Адриана, расскажите нам, пожалуйста, побольше о том, какие профессиональные области будут охвачены в этой программе. Мы уже услышали о культурном аспекте. И второе было тренировка в присутствии осознанности, побольше узнать о кайте. Как я уже сказала, кайта, она как драгоценность, как алмаз, и имеет разные аспекты. Я думаю, что очень полезно учить кайте, например, детей. Включать танцы в образование детей. Конечно же, из-за движения и самого танца, самого звука и работы с ритмом. Работа с ритмом действительно учит нас пониманию, как работать с обстоятельствами. Это один из аспектов. И координация тела, все аспекты образования. И во время нашей программы, образовательной программы, будет базовая информация о детской психологии, о психологии развития и также некоторые техники, как учить детей. Это не означает, что за 2 года мы станем экспертами в этом. Мы только коснемся некоторых аспектов и сможем понять направление развития. И если кто-то будет заинтересован
в углубление этого направления, он сможет развить это знание. Например, это один из аспектов. И также танцы кайта могут быть очень полезными в качестве реабилитации для пожилых людей или людей с какими-то проблемами, с физическими проблемами или, например, с психическими проблемами. Было бы очень полезно также развиваться в этих областях. И опять же, за 3 года полностью обеспечить это невозможно. Было бы несерьезно, если бы я сказала, что мы станем профессионалами в этом. Конечно же, это нереально. Но, по крайней мере, это открывает идею, в каких направлениях мы можем работать, и мы можем получить базовую информацию о том, куда развиваться. Например, чему я научилась в университете. Я поняла, что там дают метод, как работать и как учиться, как развиваться. И это уже очень важно. Когда вы получаете метод, то можно понять, как углублять какие-либо аспекты. И назначение этой образовательной программы таково: дать какие-то методы, дать понимание методов и возможности их развития, увидеть, что еще возможно. И также кайту мы можем применять, например, как сейчас происходит в Польше. Кайта становится вторичным навыком для тренировки менеджеров и коучей. Это также одна из областей, в которых мы можем развиваться, один из аспектов, так что есть много возможностей. Да, я думаю, мы можем сказать, что кайта — это метод развития и тренировки так называемых soft skills, социальных навыков в корпоративном применении. Это может быть одним из способов. Да, очень интересно. И кто может участвовать в этой образовательной программе кайты? Нужно ли быть инструктором? Конечно. Я прошу, чтобы люди посетили перед этим хотя бы один базовый курс, потому что идея заключается не в том, чтобы начинать с основного шага раз, два, три, четыре, то есть требуется базовое знание движений, и могут участвовать, конечно же, все, кто хотят углубить свое знание, хотят немножко больше понять о том, о чем мы говорили до этого. И также для инструкторов, я думаю, это было бы очень полезно, потому что я думаю, что нам, инструкторам, нужно бы создать общее понимание, общий язык, которым мы могли бы пользоваться, чтобы учить. Например, Ринпоче также давал очень точные указания, что мы должны использовать определенные названия для движений, для шагов. То есть, например, то, что мы называем основной шаг, мы не называем его тибетский шаг, мы называем его основной шаг. Это вот очень простой пример, но мы должны двигаться в одном направлении. Или, например, как считать? Мы работаем с движением, мы работаем с музыкой, и очень важно, чтобы когда мы объясняли, мы знали, как считать. А сейчас мы все импровизируем, каждый из нас импровизирует какой-то свой счет, и мы все делаем по-разному. Но мы можем использовать какие-то методы, какие-то ключи, которые уже существуют, потому что профессионалы, музыканты, которые веками работали над этим, создали уже какую-то систему. И идея заключается в том, чтобы немножко это изучить, получить основы музыкального образования. Самые простые, мы не готовимся стать музыкантами, но получить какие-то ключи, чтобы понимать, как распознавать разные ритмы, как считать под разный ритм. И это, я думаю, будет очень полезно для тех, кто уже стал инструкторами. Иметь это общее понимание, эту общую информацию, этот общий язык. И тогда нам будет проще учить. Да,
То есть нам нужна какая-то профессиональная терминология общая. Да, тогда нам будет намного легче учить. Я думаю, мы будем очень рады, чтобы к нам приходили те, кто уже стали инструкторами, чтобы мы развивали, строили это вместе. Еще один аспект, которому я была бы очень рада, если бы приходили инструкторы, потому что этот проект, эта образовательная программа, она предназначена для настоящего времени, но также и для будущего. То есть это какое-то направление движения к будущему, и это направление мы можем строить, развивать вместе, но только если мы сотрудничаем. Идея в том, что если какие-либо инструктора заинтересованы развивать, участвовать в этой программе, сейчас эта программа такова, как она есть, но она может измениться, она будет меняться, я думаю, потому что мы можем улучшать ее в соответствии с тем, что мы будем видеть, что нам нужно больше, в каком направлении лучше двигаться, тогда мы можем изменить какие-то аспекты, развивать больше один или другой. И я была бы счастлива, если бы другие инструкторы сотрудничали со мной в этом. Да, но обычные люди тоже могут участвовать, да? Да, конечно. То есть, если ты посетил какой-то базовый курс по кайте, немножко потренировался, то тоже можно участвовать, да? Да-да, конечно. Это была часть про инструкторов, но участвовать могут все, как я уже сказала. Мы будем готовить новых инструкторов. В конце 3-го года будет что-то вроде экзамена, и можно стать инструктором, но если даже человек не хочет стать инструктором, а хочет только углубить знание движений, понимание кайта, проекта кайта, то также можно участвовать. Да, или те, кто хотят развить, углубить какое-то знание в различных смежных с кайта и танцами областях. Это тоже может быть, да, одна из целей. Да, может. А возможно ли пройти только часть программы? Да, это возможно. Можно пройти только какие-то курсы. И также ты, наверное, уже видела, что в программе 9 курсов, и возможно выбрать только какие-то из них. И также будут отдельные семинары. Я называю семинарами выходные или несколько дней, когда мы прорабатываем какие-либо конкретные аспекты. Например, этим летом у нас будет семинар по пению во время танца с профессиональным человеком, который занимается этим аспектом. У нас будет 3-дневный семинар, и мы будем заниматься нашим голосом и звучанием во время движения. Это будет очень интересно, и люди могут участвовать только в этом семинаре. И это также будет связано с кайтой, поскольку мы будем петь и танцевать кайту. Но если, например, кому-то интересно заняться только этим аспектом, то также можно это сделать. Очень интересно это услышать. По-моему, первый раз эта тема будет раскрываться на семинаре пения во время танцев, я имею в виду. Да, вот в эти недели у нас идет курс в Zoom по развитию голоса, но, конечно же, он связан не с движением, а только с голосом. И это своего рода подготовка. Но летом это будет объединено с танцем. И также будут другие аспекты знания. Возможно ли участвовать дистанционно? То есть я имею в виду не только в этом конкретном курсе, но во всей программе, во всей образовательной программе. Да, это возможно. Я сейчас открыла эту возможность из-за обстоятельств. В эту пандемию нам нелегко путешествовать и встречаться иногда. И я открыла такую возможность участия. Хотя кайта онлайн — это, конечно, нечто другое. Потому
потому что мы знаем, как мы учимся кайте, и как радость возникает от танцевания вместе. И видеть это на экране — это нечто другое. Но сейчас обстоятельства таковы, мы это знаем. И я думаю, важно начать и посмотреть, как у нас получится продолжить. Но также это зависит от того, чего человек хочет достичь. Если человек хочет стать инструктором, важно, чтобы в какой-то момент мы встречались и танцевали вместе. Это абсолютно необходимо, невозможно все делать онлайн. Да, это правда. Я сейчас как будто освежаю свой опыт в голове. А есть ли какая-то помощь, поддержка для участников этой программы? Да, мы создали программу стипендий, потому что некоторые люди сделали подношения, чтобы помочь участникам, у которых, возможно, есть какие-то экономические трудности. То есть возможность заявиться на эту стипендию. Люди, у которых действительно сильная мотивация, они готовы, хотят посвятить время, энергию, но, возможно, не могут позволить себе это с экономической точки зрения, у них не будет проблем. И также для инструкторов, которые захотят участвовать, для них тоже будет определенная поддержка. Спасибо, Адриана, это очень вдохновляет, даже просто услышать эту информацию. Спасибо. Да, правда, для меня это, для меня это как будто дополнительная мотивация, я сразу хочу участвовать. Да, я думаю, это как путь, который мы строим вместе. И мне очень любопытно начать и посмотреть, как пойдет. Спасибо. Хорошего дня, радости в жизни. Спасибо, и тебе тоже. Ciao.